Совсем скоро пройдет незаконный референдум по изменениям в Конституцию, но мы не дадим себя обмануть. Поэтому 27 февраля в 14:00 белорусы встретятся на участках, сделают свои бюллетени недействительными и подтвердят это действие через чат-бот «Голос». Гражданские инициативы и политические штабы объединились в оперативный штаб и уже несколько месяцев рассказывают, как вместе мы можем противостоять преступному референдуму законным путем. И наша стратегия работает. Это доказывает сам режим, который боится нас, честных белорусов, так, что отменил голосование за границей и засекретил списки избирательных комиссий. Мы на финишной прямой. До референдума осталось всего неделя. Прямо сейчас мы просим вас распространять информацию, узнавать, кто войдет в состав ваших избирательных комиссий и проходить курс гражданского контролера в чат-боте «Зубр». А в дни перед самим референдумом план действий будет отличаться в зависимости от того, где вы находитесь – в Беларуси или за ее пределами. И мы записываем это видео, чтобы помочь вам разобраться с тем, что делать во время и до референдума. 27 февраля в 14:00 приходите к избирательным участкам. Берите с собой паспорт, ручку и медицинскую маску. Если у входа собираются люди, становитесь в очередь. Говорите друг другу «привитание». Зайдите на участок и сделайте свой бюллетень недействительным. Возьмите бюллетень, проверьте, чтобы на обратной стороне стояли 2 подписи. Зайдите в кабинку для голосования и своей ручкой поставьте в бюллетене крестики напротив 2 вариантов ответов. Если есть возможность, сфотографируйте бюллетень с 2 сторон. Опустите бюллетень в ящик для голосования. Готово! Выходите с участка и в удобный момент подтвердите свое действие в чат-боте «Голос». В 20:00, если это безопасно, ожидайте протокол и сфотографируйте его. Отправьте его в «Голос» или «Зубр». Лукашенко одним приказом вычеркнул сотни тысяч белорусов из списков избирателей. Но белорусы за рубежом остаются важной силой борьбы с режимом и солидарности, и своими действиями вдохновляют граждан внутри страны. 25-27 февраля присоединяйтесь к акциям солидарности в вашем городе. Публикуйте фото с акций в своих соцсетях с хэштегом «Перечеркни беззаконие». 27 февраля приходите к посольству Беларуси в вашем городе. Ваши акции – это поддержка для белорусов, которые находятся внутри страны, и сигнал всему миру, что белорусы не согласны перевернуть страницу. И обязательно проходите опрос на платформе «Голос». Отмечайте, как бы вы проголосовали, если бы была возможность. Помните, мы не участвуем в досрочном голосовании. Наша цель – объединиться и увидеть друг друга в одно время в одном месте. Но сейчас, когда до референдума остается всего неделя, важно сосредоточить действия на 4 пунктах. Независимо от того, где вы находитесь и как относитесь к референдуму, обязательно пройдите опрос в «Голосе». Так мы сможем узнать, что на самом деле думают белорусы. Независимые наблюдатели в Беларуси объявлены вне закона. При этом каждый белорус может стать гражданским контролером и фиксировать нарушения на участках. Для этого зарегистрируйтесь в чат-боте «Зубра», пройдите краткое обучение, чтобы понимать, что является нарушением и что делать, если вы стали их свидетелем. Узнайте, кто входит в комиссию на вашем участке. Для этого зайдите на сайт, который вы видите на экране, введите адрес своего участка. Если вы знаете кого-то лично, поговорите с ними, помогите им избежать соучастия в преступлении. Распечатайте листовку, чтобы ваши соседи тоже смогли с ними познакомиться. Это повысит шанс, что они свяжутся с сообществом «Честные люди» и не станут участвовать в фальсификациях. Распространяйте информацию, чтобы как можно больше белорусов узнали об общей стратегии. Говорите с друзьями и близкими и вместе идите на участки. Безопасным способом распространяйте листовки и стикеры. Если вы находитесь за границей, рассказывайте в своих соцсетях, почему важно действовать сообща и о том, как это делать. Мы объединились и готовы к референдуму. 27 февраля – это наш день, чтобы напомнить друг другу, что нас большинство, и мы не будем мириться с обманом и беззаконием.